Добрый день, уважаемые зрители! Хочу представить вам тему своего доклада Алексей Чантович Чичба «Голос эпохи в музыке». Алексей Чантович – это центральная знаковая фигура в музыкальной жизни Абхазии середины XX века. Заслуженный деятель искусств Абхазии, композитор, видный музыкально-общественный деятель, член Союза композиторов СССР. Вот неполный перечень его достижений. Творчество и общественно-педагогическая деятельность композитора открывают первую страницу в истории абхазской профессиональной музыки. Его ценность и значимость заключается в сохранении и популяризации национальных традиций, а также в создании музыкальных произведений, отражающих дух и идентичность абхазского народа. Он принадлежит к первому поколению музыкантов, изучивших, освоивших европейские приемы композиторской техники и успешно применивших их на практике. В его музыкальных произведениях отчетливо прослеживаются отголоски величественной абхазской природы, предстающей во всем своем великолепии. От монолитных горных хребтов, увенчанных снежными шапками, до густых непроходимых лесов. Слышатся в них и раскаты бурных горных потоков, и отзвуки героических сказаний, полных эпического размаха. Алексей Чичба родился 25 мая 1925 года в селе Ачандара Гудаутского района. Его история начинается с Мустафа, деда композитора, который, пережив ужасы XIX века, был депортирован в Турцию вместе со своими 6 сыновьями. Невыносимая разлука с родной землей была настолько сильной, что Мустаф, вдохновленный любовью к родным местам и стремлением вернуть семью на ее берега, предпринял смелое путешествие обратно в Абхазию. Пешком преодолев трудные расстояния, он воссоединился с родиной, обосновавшись в верховьях села Ачандара. Его сын Чанта продолжил семейные традиции. Он разбил сад, посадил виноград и построил дом, в котором и родился будущий композитор. Существует предание, что в час рождения будущего композитора под окнами дома мужчины, которые возвращались со свадебного пира, пели абхазскую народную песню «Шардаамту». Можно предположить, что эта песня была первым музыкальным впечатлением композитора, которое определило его в дальнейшее призвание. Ранние музыкальные впечатления Алексея были связаны с домашним музицированием в кругу семьи. Каждый вечер большая семья собиралась вместе, пели песни, рассказывали сказки и легенды. С благоговением и душевным трепетом Алексей вслушивался в пение, подпевая сам. Эти вечера, пропитанные духом народной культуры, стали для него первой музыкальной школой. Мелодии абхазских песен, передаваемые из поколения в поколение, глубоко запали в его сердце. Он чувствовал, что в этих простых, но искренних напевах заключается история и душа народа. Природа родного края всегда вдохновляла будущего композитора. Алексей каждое лето проводил с пастухами в горах. Красота горных возвышенностей, бурные реки, поражающие голубизной озера, хрустальные водопады, игра пастухов на абхазском инструменте ачарпания приводили в восторг будущего композитора. От природы Алексей обладал абсолютным слухом, музыкальностью и поэтичностью, и уже в раннем возрасте, под впечатлением от образов природы, сочинил свою первую песню и посвятил ее родной стране. Уже с детства определились основные качества его характера, которые в дальнейшем помогли ему добиться поставленных целей: храбрость, решимость, лидерские организационные качества и твердый характер. Яркие музыкальные и организационные способности Алексея вскоре были замечены односельчанами. Он стал петь в ачандарском хоре, а иногда даже брал на себя роль руководителя. Алексей был первым, кто стал рассаживать исполнителей по голосам для более стройного звучания хора. В 1934 году ачандарский хор с большим успехом выступил на Олимпиаде в Гудауте под управлением Артура Чамагуа. Благодаря своим ярким музыкальным способностям Алексей был замечен самим Нестором Лакоба, который высоко оценил талант мальчика и помог ему поступить в Сухумскую абхазскую школу.
Во время обучения в Сухумской школе сверстники и преподаватели были восхищены его лидерскими качествами, упорством, умением добиваться поставленных целей, смелостью. Эти черты характера не раз помогали будущему композитору решать сложные задачи и руководить собственными проектами. Как ученик Алексей был на хорошем счету, он успешно овладевал общеобразовательными предметами. Но детство закончилось в 1937 году. Это был один из наиболее сложных периодов в абхазской истории, связанный с масштабными репрессиями против местной абхазской политической и интеллектуальной элиты, которая выступала главным носителем этнической идентичности. Одновременно жестокий репрессивный механизм действовал против абхазского крестьянства, составлявшего активную часть населения и отличавшегося традиционным свободолюбием, к которому принадлежала и семья Чичипа. За свободолюбивые мысли его отец Чанта в 1937 году был выслан в Свердловск, где в 1942 году он скончался в трудовой колонии. Следующий удар последовал почти сразу. Арестовали его брата Константина. Алексей вынужден был оставить учебу и вернуться домой. Несмотря на юный возраст, именно на его плечи легли забота о семье, которую ему пришлось поддерживать морально и материально. Еще одним ударом для семьи, и Алексея в частности, стала смерть его младшей сестры, горечь и траты, которые он пронес через всю жизнь. События Великой Отечественной войны также наложили отпечаток на семью Чичипа. В первые же дни войны брата Константина из заключения посылают в истребительный батальон для борьбы с диверсантами, где он пропадает без вести. Алексей искал его почти всю жизнь, обращался во все инстанции, которые занимаются пропажей без вести. Однако все его усилия оказались тщетными. Сложный послевоенный период сопровождался для абхазского народа еще и национальной дискриминацией со стороны властей Грузии. Алексей очень остро переживал эту дикую несправедливость и активно пытался выражать недовольство и бороться за свободу слова и национальную независимость, в результате чего он вместе с единомышленниками попал под активное агентурное наблюдение НКВД, что отразилось на его будущей судьбе. Несмотря на яркие музыкальные способности, выбор профессии музыканта на тот период жизни не привлекал его. Он решает поступить на заочное отделение юридического факультета в Тбилисский государственный университет. Но доучиться ему не пришлось. Его арестовывают за незаконное хранение оружия. Сын репрессированного, агентурное наблюдение. Этого хватило, чтобы о профессии юриста он смог забыть навсегда. Но именно вот с этим событием была связана очень красивая история его женитьбы. Накануне ареста Алексей должен был тайно умыкнуть и связать свою жизнь с юной красавицей Ефросиньей Куруа. Девушка ждала его в назначенный час, но арест нарушил эти планы. Но не в духе Алексея было отказываться от задуманного и не выполнять обещания. Он снискал симпатию блюстителей закона и, уговорив стражников, похитил невесту. В тюрьме ему устраивают свадебный пир. Вскоре Алексея отпускают на воле, и уже на родной земле, в Ачандаре, со всеми почестями он устраивает свадьбу, которая надолго осталась в памяти ачандарцев. Вскоре после знаменательного события Алексей Чантович всецело посвящает себя музыкально-общественной деятельности. Благодаря незаурядным хореографическим способностям и музыкальным данным, в 1948 году он становится художественным руководителем и дирижером удаутского ансамбля «Песни и танцы». Также он занимается композиторской деятельностью. Алексей является на тот период уже автором более 50 произведений на слова различных абхазских поэтов. Огромной популярностью пользовалась его песня «Белая кофточка» на слова Баграта Шимкова. В ансамбле проявились его незаурядные педагогические и организационные способности. В этом коллективе Алексей Чантович воспитал плеяду замечательных педагогов и танцоров, которые внесли значительный вклад в музыкальное искусство Абхазии. В репертуаре ансамбля центральное место занимали шедевры музыкального фольклора абхазов, но также именно ансамбль стал первым исполнителем авторских песен Алексея Чантовича. Его песни уже отличались ярко выраженным стилем.
В них присутствовали эпичное звучание и глубокий внутренний драматизм, позволяющие ему затрагивать душу слушателей. В 1956 году Алексей Чантовича переводят в Сухум на должность руководителя и главного дирижера Государственного ансамбля песни и танца Абхазии. В течение непродолжительного времени Алексей вместе с хореографом Фазалеем Аджба разработал новую программу, в которой была представлена театрализованная постановка народного танца «Шаратын». Эта постановка сопровождалась одноименной песней, мелодия которой яркая и запоминающаяся, гармонично сочеталась с искрометными танцевальными движениями. Вместе они создали картину древнего быта абхазского народа. Но работа Алексея Чантовича с ансамблем продолжилась всего полгода и была прервана по его политическим убеждениям. По словам Мэри Хажба, в 1957 году Алексей Чантович подготовил программу концерта для участия в декаде искусства Абхазии в Тбилиси. Эта декада имела целью урегулирования отношений между абхазской и грузинской политическими и культурными элитами. А некоторое время назад вышла книга Ингаворква Георгий Мерчули, грузинский писатель X века, в которой была грубо переписана история Абхазии. Это событие взбудоражило всю республику. Алексей не смог смириться с такой несправедливостью и в знак протеста отказывается от участия в декаде и срывает концерт, который должен был состояться перед отъездом в Тбилиси, за что мятежный руководитель был снят с работы. Мог разразиться большой политический скандал. Руководство Абхазии вынуждено было искать нового руководителя. Алексей осознавал, что его действия могли стать причиной политического конфликта, но принять унижение своего народа, пусть даже на бумаге, он не смог. Путь Алексея Чантовича в большое искусство был труден. Знания лишь фольклорных образцов абхазского искусства было недостаточно. И в 1957 году, в 32 года, будучи отцом большого семейства, на тот период у него было уже 2 сына и 2 дочери, он решает поступить в Тбилисскую консерваторию на теоретико-композиторский факультет. В 1964 году Алексей Чантович заканчивает обучение в консерватории и возвращается на родину. Начинается новый активный период в жизни композитора. Его назначают директором Сухумского музыкального училища, где с полной силой развернулись организационные способности Алексея Чантовича. С его приходом в музыкальном училище началась настоящая культурная революция. В стенах заведения начали звучать не только мелодии абхазских песен, но и родная абхазская речь. Это было знаменательным событием и неотъемлемой частью образовательного процесса. Неординарный подход Алексея Чантовича заключался также в том, что он широко открыл двери училища для всех желающих изучить музыкальное искусство. На его попечении находились не только одаренные студенты, но и те, кто имел весьма скромные музыкальные данные. На упреки относительно качества принимаемых в училище он категорически отвечал, что его главная цель – воспитать просвещенных абхазов и приобщить их к высокому искусству. Эти идеи позволили создать атмосферу, в которой ценились не только талант, но и стремление к развитию. Благодаря Алексею Чантовичу многие молодые люди получили возможность понять и оценить классическую музыку, что способствовало интеллектуальному росту абхазского общества. На посту директора училища Алексей Чантович уделял главное внимание подготовке и воспитанию музыкальных кадров. Выпускниками училища тех лет были многие выдающиеся личности – дирижеры, пианисты, скрипачи, вокалисты, заслуженные деятели искусств. Алексей Чантович вложил много сил и энергии в организацию и открытие интерната при Сухумском музыкальном училище. Алексей Чантович создал совершенно особенное музыкальное отражение Абхазии. Его произведения, словно сотканные из звуков гор и лесов, передают уникальный дух этой земли. Он мастерски переложил на музыку вековое наследие своего народа, создав неповторимый и уникальный стиль, который делает его не просто композитором, а истинным голосом Абхазии. Началом этой истории
стал указ от 15 сентября 1930 года тогдашнего лидера абхазского народа Нестора Лакоба о создании первого в стране специального учебного заведения. Именно оно должно было стать учебным заведением, которое готовило отечественных профессиональных музыкальных кадров разных специальностей. Задача казалась невыполнимой с учетом крайнего дефицита местных специалистов. Но взявшийся за этот проект Константин Ковач, снискавший уже к этому времени огромный авторитет в среде абхазской интеллигенции, в очень короткие сроки разработал учебные программы и начал подбор педагогического состава. Сначала это были немногочисленные местные музыканты, а потом стали приглашаться педагоги из России, среди них выпускники Московской, Петербургской, Харьковской, Саратовской и даже Миланской консерватории. Они стали первым педагогическим составом музыкального техникума, давая возможность получить музыкальное образование всем желающим вне зависимости от их национальной принадлежности и социального положения. Дирекция училища, педагогический коллектив безусловно осознавали, что приоритетной задачей является формирование национальной абхазской музыкальной школы. И поэтому особенное внимание уделялось поискам талантливой абхазской молодежи, жившей по известным причинам в деревнях и селах, нередко весьма отдаленных от Сухума. Этих детей выявляли, привозили, обучали, нередко вопреки воле родителей, уговаривали, потому что не всегда было понимание, зачем такого рода образование нужно их детям. Однако, несмотря на все эти сложности, через 4 года из стен музыкального техникума вышел первый выпуск, его составляли 11 выпускников, а через несколько лет уже среди этих выпускников появились первые абхазские имена. Несмотря на чудовищные репрессии 30-х годов и трагические годы Великой Отечественной войны, Сухумский музыкальный техникум не закрывал свои двери и продолжал выполнять свою великую миссию музыкального просветительства и оставался центром музыкальной жизни Абхазии. Однако доступ к этому образованию для коренного населения стал весьма проблематичен. Уничтоженная на корню едва нарождавшаяся абхазская художественная и научная интеллигенция, передовое абхазское крестьянство стало главной целью репрессий, вновь откинув культурное развитие народа на много десятилетий назад. Закрытие абхазских школ, запрет на родной язык, удушение национальных культурных традиций делало перспективы дальнейшего культурного развития абхазов и их приобщения к мировому культурному наследию весьма неутешительными. И только во второй половине 50-х годов у абхазского народа вновь появился шанс на культурное возрождение. И одним из его лидеров стал Алексей Чантович Чичибо. Удивительно, но факт, человек, сыгравший огромную роль в развитии музыкального образования в Абхазии, сам не имел возможности получить его в детстве и юности. Может, именно поэтому, возглавляя альма-матер абхазской музыки, он наперекор всем обвинениям в том, что училище принимали детей даже с весьма средними музыкальными способностями, отвечал, что его задача открыть двери в мир музыки как можно большему количеству молодых людей. А наши грузинские оппоненты раздражались из-за значительного прироста в их рядах этнических абхазов. Он вводит в учебный план уроки абхазского языка и литературы, который, кстати, вел известный впоследствии абхазский искусствовед Боча Аджинджел. Да и в количественном отношении абхазов среди учеников становится значительно больше. Недовольствуясь этим, Алексей Чичибо со свойственной ему энергией и настойчивостью, радея заранее музыкальное воспитание абхазов, вопреки отказу в государственной поддержке проекта, он вновь открывает при Сухумском музыкальном училище интернат для особо одаренных детей, которых лично собирал по всей республике. 30 учащихся имели возможность параллельно с общим образованием получать уроки музыки у лучших педагогов страны. На собственном, иногда болезненном опыте Алексей Чантович понимал, что все дети обладают потенциальными способностями, и если вовремя распознать, выявить и взрастить, создать благоприятные условия, то эти способности можно развить до очень высокого уровня. Этот нарратив мы встречаем, кстати сказать, и в научных трудах выдающихся педагогов-новаторов XX века, открывших новые пути в обучении детей музыке. И хотя, в отличие от них, Алексей Чичибо не являлся создателем авторской педагогической системы, он, собственно, и не преподавал сам лично,
Но помочь раскрытию творческого потенциала учащихся, зажечь, увлечь – вот что он считал целью своей деятельности в качестве директора Сухумского музыкального училища. Совсем не обязательно, чтобы они все стали музыкантами, но непременно они, как все цивилизованные люди, должны знать и понимать музыку Баха и Моцарта, Бетховена и Прокофьева, Шостаковича и Шнитке, говорил он, отвечая своим оппонентам. Свидетельством правоты выбранной Алексеем Чантовичем стратегии стала блестящая плеяда деятелей абхазской музыки, вышедшая из стен Сухумского музыкального училища за годы его руководства. Вот даже простое перечисление этих имен, я думаю, вас очень впечатлит. Константин Ченгелия, Тото Аджипуа, Закан Халваш, Юрий Нормания, Вячеслав Айба, Анатолий Хагба, Петр Петров, Иван Шамба, Василий Царгуш, Валерий Чкадуа, Нора Аджинджал, певцы Томас Кокуски, Рай Кушакая, Тамара Колбая, Леонид Хижба, Вилли Чекмач, Маргарита Барганджи, Людмила Куправа, Руслан Габрия, пианистки Марина Шамба, Алла Оторба, Нателла Гвинджилия, Светлана Хучулава, Бела Ахба, Любовь Адлиба, Лариса Симония, Зарема Думалов, теоретики Мели Чанба, Нелли Мацхарашвили. То есть вот этот список можно продолжать, просто это невозможно перечислить всех тех, кто учился в эти годы. Будучи сам очень яркой артистической личностью, Алексей Чичиба прекрасно осознавал, что воспитание профессионального музыканта возможно не только на лекциях и на уроках по специальности, но и при условии приобщения детей к концертно-исполнительской деятельности. Созданная им при училище оперная студия давала возможность учащимся вокального отделения выступать на сцене вместе со своими преподавателями. А учащиеся инструменталисты играли в студенческом симфоническом оркестре, регулярно выступая с концертными программами. Более того, именно они и составили впоследствии коллектив государственной хоровой капеллы, созданной по инициативе Алексея Чантовича, и костяк Большого симфонического оркестра, возрождение которого тоже не прошло без его участия. Возглавляя училище, учебное заведение с выдающимися традициями, он ставил целью перед своим педагогическим коллективом не только формирование профессиональных навыков своих учеников, но и воспитание в них духовности, нравственности, широкого кругозора, эмоциональной отзывчивости к музыке, глубокое понимание ее содержания. Он отчетливо понимал, что музыка – это искусство прямого и сильного эмоционального воздействия, которое дает ни с чем не сравнимые возможности для развития творчества человека, в особенности личности ребенка. Но Алексея Чантовича волновали не только эти важные и глобальные вопросы музыкального воспитания. Он переживал и за бытовые проблемы своих учащихся. Часто приводил иногородних студентов к себе домой, подкармливал их, несмотря на то, что своих детей было 5, и жили они в небольшой квартире. Бывая по роду службы за пределами Абхазии, всегда находил там наших студентов, всегда старался их помочь, интересовался их проблемами, даже помогал им материально, хотя никогда не был богатым человеком. А как он радовался успехам своих учеников! Как пишет в монографии о композиторе Мире Хашпана, кстати, на ее труд мы сегодня несколько раз ссылались, поистине настоящим праздником для Алексея Чантовича был дебют молодого дирижера, выпускника Тбилисской государственной консерватории Вячеслава Айба. Ведь появление первого абхазского профессионального хорового дирижера было так важно для абхазской музыкальной культуры, носительницы древнейших традиций хорового пения. Именно он, Алексей Чантович, открыл незаурядный талант певца Закана Халваш, прекрасного тенора, блиставшего в партии Коврадосе в Тоске и Германа в «Пиковой даме» Радамеса в Аиде. Он был первый абхаз, выступавший на сцене Государственного академического Большого театра СССР. Руководитель в идеале лидер, умеющий мотивировать своих сотрудников, вдохновлять, увлекать. Алексей Чантович был именно таким – ярким, страстным, увлеченным, смелым и решительным. Он мог противостоять мощной бюрократической системе, если речь шла о защите национальных интересов и попытках дискредитировать деятелей абхазской культуры. Но вместе с тем прислушивался к мнению коллег, чьи компетенции в определенных вопросах считал выше своих. Это был большой многонациональный, а самое главное, высокопрофессиональный коллектив, опираясь на который можно было ставить и решать самые амбициозные задачи.
Образовательный уровень Сухумского музыкального училища этих лет был настолько высок, что за ним надолго закрепилась репутация одного из лучших учебных заведений культуры на всем Закавказье. В этом году музыкальная общественность Абхазии отмечает сразу два юбилея – 100-летний Чичва и 95-летний Сухумского музыкального училища. За эти годы руководство училищем осуществляли многие выдающиеся деятели абхазской музыкальной культуры. Каждый из них выстраивал свою стратегию руководства, определял свои приоритеты, расставлял свои акценты. Как говорил известный русский ученый и педагог Дмитрий Менделеев, в педагогике, возведенной в степень искусства, нельзя мерить действия всех деятелей по одной мерке, нельзя закабалить их в одну форму. Но главная миссия учителя – указать дорогу. Алексей Чичва эту миссию выполнил сполна. Эту дорогу в мир музыки он помог найти многим юным дарованиям. И то, что его именем названо это старейшее учебное заведение, остающееся не только центром музыкального образования, но и культурным центром страны, представляется лучшим признанием его заслуг. Спасибо за внимание. Алексей Чичва в контексте своего времени. Историки, философы, политологи и другие исследователи исторических процессов нередко отмечают исключительную роль личности в истории. В своих исследованиях они даже вывели своеобразную формулу. Вклад и воздействие личности существенно повышаются, когда в развитии общества появляются альтернативы. Иными словами, роль личности обратно пропорциональна стабильности и прочности общества. Алексей Чантович Чичва, несомненно, относится к числу таких выдающихся людей, управлявших траекторией дальнейшего развития абхазской культуры и задававших ему положительный вектор. Каковы же были обстоятельства появления такой личности реформатора и подвижника, способной пойти против сформировавшейся мощной системы? Для этого нам необходимо погрузиться в тот исторический период и вспомнить некоторые события. Как известно, последствия сталинской политики в Абхазии, маленькой республики с малочисленным населением, были катастрофическими. Республика с момента своего основания испытывала дефицит квалифицированных кадров. Эта проблема, кстати, до сих пор не решена, и мы по-прежнему испытываем дефицит квалифицированных кадров. Чтобы закрыть этот пробел, в первые же годы советской власти были открыты образовательные учреждения. В 1921 году педагогический и индустриальный техникумы, в 1925 году сельскохозяйственный, а в 1930 году музыкальный техникум. Теперь давайте вернемся вновь в тот исторический период, на который выпала активная профессиональная часть жизни нашего героя. Это середина 20-го столетия. В 1953 году создано Министерство культуры Абхазской ССР и его органы на местах. Были укреплены районные и городские отделы культуры. В результате значительно улучшилось руководство учреждениями культуры. Это событие имело огромное значение, поскольку теперь культуру курировали не дистанционно из Тбилиси, а непосредственно из самой республики, где уже местные руководители принимали решения, отстаивали необходимость тех или иных инициатив, составляли стратегические планы развития. В 1954 году абхазский алфавит был переведен с грузинской на русскую графическую основу. С 1955 года издается на абхазском языке литературно-художественный и общественно-политический журнал «Алла Шара». Мы видим на экране первое издание. С 1957 года детский иллюстрированный журнал «Амсовс». Увеличивается количество книг на родном языке, выпущенных Абхазским государственным издательством. В послевоенные годы происходит большой творческий рост абхазского театра. Он пополнился новыми талантливыми артистами, режиссерскими силами. В театр приходит первый профессиональный театральный режиссер Нелли Эшпа. Новое поколение актеров в содружестве с уже известными мастерами абхазского сценического искусства поднимали национальный театр на новый, более высокий творческий уровень. Успехи абхазского театра заслужили признание за пределами автономной республики. В конце 1969 года создается или возрождается, точнее, Государственный симфонический оркестр Абхазии.
В этом важную роль играют Алексей Чичба, Лев Джеркеня и Шалва Гургадзе. Симфонический оркестр особое место отводит произведениям местных композиторов, пропаганде абхазской профессиональной музыки. Абхазский музыкальный фольклор становится основой новых сочинений. Впервые штат филармонии пополняется молодыми солистами, выпускниками различных консерваторий. Так на афишах филармонии появляются имена Людмилы Логуа, Ардашила Алецба, Томаса Кукускир, Жозефины Бумбуриди и Аллы Оторба. В 1970 году Чичба инициирует создание государственной хоровой капеллы Абхазии, положившей начало развитию нового жанра музыкального искусства. Капеллой в годы становления руководит знаток фольклора народов СССР, заслуженный деятель искусства Абхазской ССР Вадим Судаков. Новым интересным явлением музыкальной жизни Абхазии явилось создание при Абхазской государственной филармонии вокально-инструментального ансамбля «Гунда» под руководством Мами Берикашвили и Розы Чемагу. В его составе воспитанницы музыкальных школ и культпросвет-училища. Самым популярным исполнителем абхазских танцев того времени стал молодежный хореографический ансамбль «Шаратын», созданный в 1970 году под руководством Эдуарда Беби. В 1978 году он получил статус государственного ансамбля танца «Шаратын». То есть вот в этот небольшой промежуток времени, который охватывает 15-20 лет, возникают самые важные музыкальные институции настоящего государства, да, то есть государственного значения. Благодаря этим институциям возникает огромный всплеск интереса среди молодых людей, среди подрастающего поколения. Появляется целая плеяда композиторов, людей, которые стремятся выучиться на композитора. С 1971 года в Абхазии благодаря Алексею Чичбо учреждается союз композиторов, объединяющий нескольких музыкантов-композиторов. Союз не только популяризирует абхазскую музыку, но и поддерживает молодых музыкантов, продвигает идею особенного вида творчества – композиторства. Таким образом, десятилетие оттепели отмечено грандиозными свершениями в культурной сфере, и Алексей Чантович Чичба, несомненно, находится в гуще всех этих судьбоносных событий и свершений, откликаясь на все животрепещущие вопросы. Вместе с другими выдающимися деятелями он был тесно связан со своим временем, находясь в авангарде всех историко-политических событий. Драматические события абхазской истории были своего рода болевыми точками и для самого Алексея Чичба. Вот некоторые из них: боль потери махаджирства, воспитание квалифицированных кадров, право абхазского языка на существование и другие. Все это прошло красной нитью через всю жизнь Алексея Чантовича Чичба. Спасибо за внимание.